тренер команды «Фарватер» Оман Руслан. Розыгрыш Суперлиги Кыргызстана по футзалу сезона 23-24 года приближается к своему завершению. А это значит, что впереди остались только матчи за медали. За бронзовые награды сразятся команды Ошму и Дордой, а в финальной схватке сойдутся Алай и Фарватер Оман. Перед стартом финальной серии в Бишкеке состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров команд-финалистов Руслана Гафурова и Мирланбека Абдукадырова. Тренеры ответили на вопросы, а также отметили, что потерь в составах у команд не имеется. Конечно, и функциональные возможности игроков, и где-то травмы, да, присутствуют, конечно. Да, есть такие моменты, но стараемся восстановить, стараемся подлечить, подготовить, чтобы вышли на матч. Все-таки финальная серия, здесь даже сами игроки, они хотят играть. Даже у него, не знаю, там болит нога, но он готов, он рвется, да. То есть, да, травмы есть, но надеемся, что завтра в полном составе мы, например, будем. Да. На данный момент хочу заверить, что МФК Алай травмированных нет. Мы готовы полностью составом, со всем составом выйти. Да, было тяжело, но спасибо нашим врачам, то есть МФК Алай и массажистам, которые всегда делают свою работу вовремя и качественно. Тоже готовы завтра выйти уже полным составом. И еще раз хочу отметить, что травмированных пока у нас нет. Как и в предыдущие сезоны, команды Суперлиги радовали зрителей красивыми матчами и принципиальными противостояниями. Особенно яркой получились полуфинальные матчи, перед стартом которых было очень сложно предсказать, кто же окажется в финале. Команда Ошму ярко проявили себя в предварительном раунде, но в полуфинале оступились в серии противостояний с Фарватером Оман. А футболисты Алая в полуфинале оставили неудел столичной Дордой. В составе как у Алая, так и у Фарватера Оман достаточно сильных и опытных отечественных футболистов, а также имеются крепкие легионеры. Видите, в плей-офф играет роль большое значение. Это характер, это роль лидеров и, конечно, подготовка к конкретному сопернику. Потому что здесь играешь уже не в круг, а именно такие кубковые матчи. Здесь собрано наибольшее количество легионеров, это игроков из зарубежья. Вот, они качественные, ну и свои игроки, это игроки сборной, поэтому, можно сказать, в какой-то части элита кыргызского футзала. Шансы, я думаю, 50 на 50. Финальная серия Суперлиги стартует 3 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром». Напомним, что серия будет продолжаться до 3 побед. Уже 4 марта намечены вторые матчи, а 7 марта состоятся третьи игры. Если же в этих матчах не будет известен победитель, то нас ожидают 4, а может быть и 5 матчи. Футзал в Кыргызстане всегда вызывает большой интерес у зрителей. Ясно, что от матчей финальной серии многие поклонники отечественного футзала будут в восторге. Актилек Джанчиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.